Добрый день, дорогие зрители! Тема нашего сегодняшнего интервью – это гендерный баланс. Школа играет большую роль в формировании мировоззрения ребенка и ценностей, которые он получает. И очень важно, чтобы в учебниках ребенок получал не только качественную информацию, но и ценности, которые помогут ему сформироваться как цельная личность и в будущем во взрослой жизни избежать гендерных стереотипов. И о роли учебников в формировании гендерных представлений ребенка мы будем говорить с гендерным специалистом Татьяной Алексеевной Матохина. Воспитание ребенка. Спасибо большое. Хороший, очень интересный вопрос, я бы сказала. Наверное, точнее сказать, какова роль равенства возможностей у нас, у женщин, у мужчин в этой жизни. Поэтому, вы знаете, я как специалист была задействована в подготовке материала для дошкольников. И ездила в детские сады, чтобы посмотреть, как детки играют, как пространство распределено. И обратила внимание, что интересно, есть зоны специально для девочек отдельно, и есть зоны специально для мальчиков. Например, мальчики играют только в машинки и катают. А девочки – это обязательно дом, это обязательно уборка, это обязательно коляска. И когда мы попросили, чтобы дети вместе поиграли, девочки, в принципе, не стали сопротивляться, с машинками как-то взяли вот эту роль, стали играть, что ездят, там куклы. Мальчики наотрез отказались взять коляску. Мы стали у них спрашивать, а сестренки есть? А вы катаетесь с сестренками? Они отрицают, вы понимаете? Нет. И тогда возникает вопрос, а как же взрослые мужчины, как же юноши будут воспринимать положительно помощь, поддержку маленьких девочек? Вот даже сейчас мы среди взрослого населения мы говорим, ой, у меня такой хороший муж, он мне помогает воспитывать детей. Что значит помогает? Хотя это его работа тоже. Это наша родительская ответственность и обязанность разделять и быть равными. И это здорово, когда мы воспитываем вместе. Вот из таких примеров, мне кажется, вот и заключается ответ вот на ваш вопрос, что о формировании понимания равенства нужно чем раньше, скажем так, тем лучше. Получается, что какие-то гендерные стереотипы в детях закладывают и формируют сами взрослые и общество, да, в семье. Тогда в этой ситуации большую роль играет школа и, в частности, учебники, потому что ребенок же узнает о мире из книги. Конечно, вы абсолютно правы. Именно поэтому государство обратило внимание на то, как происходит формирование, как становятся ценности равенства в нашем государстве. Поэтому, что первое? Это инструмент, это учебник, да? Он лежит на парте каждого ребенка. И если у каждого ребенка, когда он открывает учебник, и он там видит возможности, что и девочка может быть водителем, и мальчик может быть музыкантом, и любая профессия – это выбор тебя как личности, вот это самое главное, то тогда это формирует равенство. Тогда ты спокойно относишься к жизненным ситуациям, когда ты выбираешь, что тебе нравится. А как тема гендерного баланса и вообще вот гендерный аспект представлен в учебниках? Насколько я знаю, в 2016 году была такая большая экспертиза, специалисты изучали эту тему в наших учебниках. Да, вы совершенно правы. Это была первая наша работа посмотреть и на учебнике, но уже не с кондачка, не с субъективной точки зрения, а
был разработан очень хороший инструмент, это называется методология антидискриминационной и гендерной экспертизы именно учебно-методического комплекса, и мы гордимся, что именно это пособие было разработано нашими национальными экспертами. В эту команду входили юристы, психологи, педагоги. И были разработаны 9 критериев, по которым оценивались учебники. Но мы выбрали определенную сферу – это учебники социальной и гуманитарной сферы. Почему именно это? Потому что именно учебники истории, человека и общества, учебники литературы, учебники языка, они транслируют в большей степени те ценности, которые мы хотим видеть в молодых людях. И я в то время работала в Фонде поддержки образовательных инициатив вместе с организацией ООН «Женщины» в Кыргызстане. И у нас нам выпала работа посмотреть 40 учебников. Мы смотрели учебники с кыргызским, с русским, с узбекским и таджикским языками. И были поражены тем, что ни один учебник тогда не получил оценку А. Была разработана система оценивания. А полностью соответствует, Б соответствует с замечаниями, и С исключить из учебного процесса. И вы представляете, ни один тогда учебник, он не прошел экспертизу сразу на оценку А. Потому что мы увидели, что в учебниках истории описание идет, например, сплошь войны. Войны, в которых участвуют, естественно, кто? Мужчины. И такое впечатление, что в средние века мы не жили, мы только воевали. То есть как будто бы у нас не было культуры, как будто бы у нас не было развития, как будто бы у нас не было ремесел, как будто бы у нас не было мира. То есть как будто у нас не было взаимодействия между мужчинами и женщинами. То есть 10% из нашей жизни, которой мы живем, там только 10%. И при этом в истории описываются только батальные сцены, а тыл, где участвуют женщины, где был огромный их вклад. Конечно, вот об этом, этот вопрос мы и подняли. Но, к сожалению, дело в том, что учебники даже были выпущены. И поэтому это огромные деньги, и они уже затрачены, а учебники на руках. И тогда Министерство образования был поставлен вопрос, то есть было доведено до Министерства образования вот такие результаты. И тогда был разработан, опять-таки, дополнительный проект, и что нужно работать с учителями. Как работать с этими учебниками? Появилась в этом необходимость. То есть учебники – это одно, но это информация. А как работать с информацией? Где находить вот эти болевые точки? Как это обсуждать с учащимися? И поэтому вот начиная с 2016 года, 2017, 2018 год, в 2018 году это уже вышел сайт. Мы выпустили вот такой информационный ресурс, который так и называется «Гендерное равенство и недискриминация в школьном образовании». Он находится в открытом доступе, и первый модуль, он рассчитан на учителей всех абсолютно, без исключения, которые бы могли увидеть те проблемы, которые существуют сегодня в мире. И как правильно нужно сейчас говорить о равенстве. И в каком ключе? В ключе, чтобы это было сотрудничество. Равенство, но сотрудничество. Ну, маленький пример. Например, во всех учебниках мы писали, разделитесь на малые группы. Разделитесь. Что такое разделение? Это обязательно будет какое-то соревнование. Сейчас мы изменили риторику. Мы пишем «объединитесь в малые группы». Вот, казалось бы, одно слово. А ведь объединение – это уже настрой на работу
сотрудничество. Да? Вот такие нюансы, они помогают изменять риторику самих пособий, учебников и разговор учителя. И об этом мы говорили на курсах повышения, и это мы заложили вот этот сайт. Второй модуль, он рассчитан четко на учителей социальной сферы, где мы представляли результаты нашего анализа по гендерному равенству и недискриминации. Писали о этих проблемах и писали о том, как прописаны, и рекомендовали, что с этим делать. И знаете, очень интересно, что в этом сайте, на этой платформе есть результаты анкетирования даже детей. То есть мало того, что мы обучали учителей, мы потом давали им возможность с новыми техниками, с новыми приемами пойти в школы и начать работать с ребятами. То есть во время прямо уроков истории учителя меняли подходы. Они, например, изучая тему определенного периода с военными действиями, они задавали вопросы такого плана. Как вы думаете, ребята, а можно было этот вопрос решить по-другому? Обязательно нужно было воевать? Поставьте себя на место того же хана или какого-то другого человека. Как бы вы решили в этот момент? Вот что сейчас можно? Существуют какие-то технологии решения не военным путем. И в результате, в дискуссиях, вы понимаете, совсем по-другому ребята смотрят на те исторические события. Это на уровне социума. А ведь там много тем, которые позволяют обсуждать семейные отношения. Точно так же мы задавали вопросы, и вот я что хочу сказать в результатах анкетирования. Что писали ребята? Они писали, что очень по-новому они увидели, посмотрели по-новому на отношения как в семье, так и вообще в мире. Они были очень удивлены, что они могут тоже критически подходить к вопросам истории, потому что они раньше думали, что патриотизм – это нет ничего, и нельзя критиковать прошлое. А оказывается, нужно просто смотреть с другой стороны. Но было написано, у ребят это 9 класс и 8 класс. И у мальчиков, и у девочек. Ребята написали. Но я сомневаюсь, что такое возможно в нашем большом мире, потому что меня засмеют, если я буду помогать девочкам. А девочки писали, мы бы очень хотели, но я сомневаюсь, что мне родители разрешат делать самостоятельный выбор. То есть немного разные границы, да? Если у девочек это границы, установленные семьей, то у мальчиков границы, установленные обществом, и страх сформированный Да. Потому что у мальчиков характеристики, они заложены. Ты должен быть сильным, ты должен обязательно обеспечить семью, ты должен обязательно... Ты ответственен за материальный достаток и за безопасность. А ты, девочка, ты только остаешься как хранительница домашнего очага. И вот эти стереотипы, их очень трудно во взрослом обществе переломить. Об этом говорят школьники. Хотя, когда первый был вопрос, вам понравилось, они сказали, да, оказывается, это можно. Но мы тогда еще один вопрос задавали. Можно что-то изменить? Но они все время говорят, если это будет в обществе у всех, то только тогда это можно изменить. Вот поэтому очень важно, чтобы дети видели и в семье примеры изменения, да, и в нашем обществе. Но именно поэтому, мне кажется, все сейчас направление в этом плане хорошо работает и со стороны государства. Не случайно же в программе развития государства до 2030 года, 40 года уже заложены вопросы о гендерном равенстве. Да? И среди взрослых, и в каждой организации эти вопросы поднимаются. И мне кажется, если они будут все время на слуху, то мы сделаем шаг вперед. Вы вначале упомянули, что
роль учителя в формировании мировоззрения ребенка важна. И сейчас учебники, изданные в прошлые года, они не прошли эту гендерную и антидискриминационную экспертизу, но тем не менее они в школах есть, на руках. И учителям предстоит с этими материалами учить детей. Но готовы ли учителя сами изменить свои взгляды и изменить подход к объяснению тех же тем? Вы очень больной вопрос задали. Вы знаете, когда мы проводили тренинги с учителями, к сожалению, мы сами находимся в этих стереотипах. Потому что сами учителя – это женщина, которая считает своей первой обязанностью сначала все, что вся ответственность на семейный уют, домашний уют лежит на ней. То есть она сама в этих рамках. И она сама, ей самой, то есть большинство у нас учителей женщины, и поэтому им самим очень трудно посмотреть на этот мир и на своего мужа с открытыми глазами и сказать: нет, не я сегодня буду посуду мыть, помой, пожалуйста, посуду, а я пойду и чуть-чуть отдохну, я устала. Понимаете, ни одна участница наших тренингов, когда мы задавали этот вопрос, кто из вас подошел к мужу и сказал: помой посуду, а я пойду полежу. Все смеялись в ответ, потому что они даже не задумывались об этом. То есть они сами находятся вот в таких рамках. И поэтому очень необходимо, чтобы мы проводили вот такие тренинги по правам женщин среди учителей, чтобы учителя с себя сбрасывали вот этот груз ответственности. И это не значит, что ей нужно бороться или драться, или что-то отстаивать. Но это нужно в семье обсуждать. Эти варианты и возможности. Очень многие мужчины без проблем могут с этим согласиться. То есть нужно об этом постоянно говорить. Но это отдельные тренинги. Это, вы знаете, даже не педагогические тренинги. Это тренинги личностного роста. Для того, чтобы у женщины повысилась самооценка и самосознание. И еще один момент очень правильного восприятия вообще формулировки. Что такое? Когда я спрашиваю своих близких людей, не связанных с профессией, да, не в профессиональном сообществе, а просто вот на улице вот даже спросить у людей, что такое гендер, они сразу отталкиваются. Они думают, что это, особенно мужчины, что это мы их отталкиваем. Вот мы женщины, вот мы феминистки, которые борются. То есть это неправильное восприятие. Мы говорим о равенстве возможностей, о равенстве выбора своего будущего согласно своим интересам, согласно своим потребностям. Ведь нужно груз ответственности снять и с мужчины. Ведь когда мужчина знает, что только он это может сделать, вот, да, мы защищаем женщин, и это правильно, но сколько мужчин от этого страдает? Ведь у нас очень много мужчин, которые точно так же болеют, точно так же с инвалидностью. А представляете, на них вот этот груз ответственности, что он это все обязан делать. И поэтому это неправильно. Женщина на мужчину тоже должна смотреть как на равного человека, который может заболеть, у которого может потерять работу, и ему нужна тоже психологическая помощь. То есть вот эти вопросы равенства, их нужно рассматривать обязательно и со стороны мужчины, и со стороны женщины, и в общем кругу. Объединять эти вопросы, и они в семье могут решать их, дополняя друг друга. И быть в этом спокойны. И мужчина должен быть спокоен, что почему женщина идет и работает. Вернемся к теме экспертиз учебников. Расскажите, пожалуйста, по каким компонентам оценивают вообще гендерную направленность учебников? Очень хороший вопрос, потому что, чтобы быть объективными, нужно иметь инструмент, в котором бы были прописаны
те положения, на которые нужно обращать внимание. Всего критериев 9. И они идут, опять-таки, я говорю о основах научных. То есть это психология, это социология, это экономика, и это и математика в том числе. Поэтому сначала один из критериев – это репрезентация гендера и пола в текстах. Что это значит? Это уже идет рубрика, где расписано, что баланс должен быть обязательно представленности мужчин и женщин, мальчиков и девочек, людей возраста старшего поколения и младшего поколения. Это один из критериев. Второй критерий – это как они представлены. То есть, а что в этих характеристиках? Мужественность заложена только в мальчиках? Или есть, и мы видим, что девочки у нас, посмотрите, у нас международного уровня, мы гордимся сейчас спортсменками нашими, да? И в эти индикаторы заложены, но в то же время у нас шикарные есть мужчины-музыканты. У нас прекрасные есть мужчины-воспитатели. То есть это второй критерий, да, представленность. Затем идет следующая представленность в семье. Какие обязанности, как распределены обязанности в семье. Это третье. Затем социальные роли. То есть каким образом женщина и мужчина представлены, и мальчики и девочки представлены в социуме. Следующий критерий – это представленность инклюзивности людей с особыми потребностями или люди с инвалидностью. Следующий критерий – люди из социально незащищенных групп, категорий. Да? Затем следующий критерий – это представленность, каким образом изображаются войны. Они изображаются как декларация, как пропаганда, или это все-таки как исторический факт, но который можно обсуждать и рассматривать с точки зрения, как решать это на современном уровне. И вообще прослеживается динамика. Нельзя сказать, что в средние века у нас женщины делали открытия, да? Но в то же время сейчас мы находим факты, что открытия делались совместно, что женщины помогали, и мы находим эти факты. То есть вот эти 9 критериев позволяют рассматривать учебники с разных сторон и отслеживать тексты. Есть специальный инструмент, который описывает, что должно быть. И затем есть инструмент, чек-лист так называемый, куда мы прямо вписываем, анализируем учебник, и по каждой странице мы выписываем, согласно критерию, что мы увидели. И мы отслеживаем это как представленность в текстах, написанным буквам, так мы отслеживаем и визуальное представление. То есть рисунки или графики, как это представлено. И затем по совокупности мы уже пишем анализ и делаем рекомендации. То есть это не заканчивается просто анализом и выписком страниц, где допущены ошибки. После этого мы суммируем. И задача моя, как эксперта в этой области, написать рекомендации, на что обратить внимание. И вот я вам скажу, как автор, я одна из соавторов учебника по русскому языку в классах с русским языком обучения в 5-6 классах. И, знаете, это был еще 18-й год, мы писали учебник, и мы думали, что это достаточно хороший учебник, потому что, старались туда. Мы заложили тему инклюзии, то есть мы поставили там, есть картинки с детками разных возможностей. Мы заложили тексты с представителями разных этнических групп. Мы показали, есть тексты у нас, которые рассказывают о маленьких детях, о людях-пенсионерах, современных причем пенсионерах. Не тех бабушек, знаете, в косыночке, да, если ты бабушка. Вот я сейчас бабушка. Да? Мне 58 лет. Да. А раньше вот так. Мы это уже все исправили. Нам казалось, учебник идеальный. Что вы думаете, наш учебник, когда проверили внешние эксперты, коллега моя, эксперт, мы пришли в ужас. Мы получили Б, слава богу, оценку, но сделали замечание.
и были абсолютно правы. Они написали нам: у вас тексты с авторством, тексты-образцы, только мужские. Мы брали Паустовский, Айтматов, Сыдыков, еще других авторов, да? Но все они мужчины. Да, это шикарные тексты. Но разве у нас нет Тинти Адышевой? Разве у нас нету Марины Цветаевой? Разве у нас нет других представительниц? Понимаете, женщин-авторов? Мы об этом не задумывались. И благодаря вот этой экспертизе мы увидели, что учебники требуют доработки, учебники требуют включения и как визуального изображения, то есть портретов, да, так и самих текстов. И это можно сделать в учебниках языка, как учебниках крыстелей, так и учебниках русского языка, так и учебниках по узбекскому языку, так и учебниках и по истории и так далее. То есть вот этот инструмент, методология гендерного равенства и антидискриминации, он очень помогает самому автору, в первую очередь, ориентироваться на что, а во вторую очередь помогает, когда тебе внешняя оценка внешнего эксперта, который не связан с твоим научной деятельностью. Да? Вот меня, например, рецензировала биолог. То есть она смотрела только на представленность с точки зрения гендерной экспертизы. И она увидела даже недочеты, вот вам, пожалуйста, в этих текстах. Поэтому это очень важно. Но еще один важный момент, что мы обнаружили, когда первый раз проводили вот эту экспертизу. Мы увидели, что нужно идти еще глубже. Нужно смотреть на стандарты. То есть стандарт до 2014 года государственный, в нем не было прописано подробно, что такое инклюзия, что такое инклюзивный подход, что значит гендерное равенство, как гендерное равенство должно быть представлено в государственном стандарте, как это должно отразиться в предметных стандартах. Потому что автор, что он делает? Он берет стандарт, читает, какие ожидаемые результаты, и по ожидаемым результатам он пишет учебник. И если в ожидаемых результатах никак не прописывается, что ребенок, например, да, может представить или рассказать о многообразии, о равенстве в социуме, в семье, в обществе, о важности равенства, о равенстве возможностей, то как это может быть представлено в учебнике? И тогда, вот в 2019 году, методология уже была доработана, и на сегодняшний день в методологии включены критерии по оценке стандартов и критерии по оценке учебников. И я уже могу сказать, что, например, как я, один из разработчиков стандарта по русскому языку и стандарта по литературе, мы уже сдавали на экспертизу наши стандарты, уже стандарты, по которым будут писаться новые учебники. Да? И мы получали замечания, мы их дорабатывали. И на сегодняшний день вот стандарты 2022 года – это стандарты, в которых прописаны вот те требования, на которые может обращать внимание не только автор учебника, а учителя, на которые могут обращать внимание администрация школы, которые должны формировать те ценности, которые в этих стандартах прописаны. Стандарты эти сейчас находятся на сайте Кыргызской академии образования. И я знаю, что Институт повышения квалификации учителей ведет специальный курс повышения, где учит учителей работать с нашими сайтами, чтобы скачивали они эти стандарты, чтобы они ориентировались на эти стандарты. Потому что если стандарт можно вывесить и им можно пользоваться для того, чтобы изменять подходы в обучении, то учебники, к сожалению, они живут 5 лет. Только через 5 лет они подлежат изменению.
А при разработке этих стандартов и методологии вы опирались только на собственные внутренние наблюдения, либо брали опыт какой-то страны? Ну, я как специалист, который уже получила инструмент, я использовала, конечно, наш национальный инструмент. Но знаю, что эксперты, которые нас знакомили с этим инструментом, со стандартом, они говорили о том, что и знакомили нас с правовой основой. Естественно, это есть международный опыт, это есть те основополагающие документы, один из которых это, естественно, декларация о правах инвалидов, это декларация о правах человека, это кодексы о детях, то есть это целый список международных документов, да, на основе которых написано. И это наша Конституция, это закон об образовании, то есть там более 25 наименований, в рамках которых был, согласно которым, вернее, разработан этот документ. То есть это обязательно международный опыт. Но мы можем гордиться именно тем, что инструмент, который конкретно отслеживает учебники, в странах Центральной Азии не было этого инструмента. Это достижение нашего государства и Крымской республики, наших специалистов. То есть мы первые в этом направлении. И мы знакомили с этим инструментом и Россию, и Беларусь, и Казахстан, потому что вот такой целевой инструмент, который бы был закончен, который имел не только содержание, но инструмент самой оценки, а после оценки инструмент доработки и согласования с автором. То есть смотрите, какая логика, да? Экспертиза, то есть меня рандомным путем самостоятельная организация КУКИ-ТБ выбирает экспертов, согласовывает со мной. У меня есть 30 дней. Я 30 дней знакомлюсь с новым учебником. В этом учебнике я не знаю авторов. То есть это закрытая информация. Я знакомлюсь только с текстом. Я по вот этим названным 9 критериям оцениваю учебник и отправляю в УКУ-КТБ. В УКУ-КТБ есть координатор, который смотрит на эту рецензию и видит, что если есть оценка Б или С, то есть Б требует доработки, С отклонить, есть следующий этап. Он отправляет эту оценку автору. Автор, если согласен, он просто дорабатывает. Но есть моменты, ну, все мы люди. Поэтому есть такие моменты, когда эксперты тоже видят, что в учебнике, например, есть картинка, юрта, бабушка, дедушка сидят в национальной одежде, там вокруг, там, я не знаю, козлик бегает, и они сразу пишут минус. Почему? Ну, где здесь? Это опять стереотип, это опять старая бабушка. Что она сидит? Которая живет в деревне. Вот об этом идет и речь. В инструменте, в методологии написано 50 на 50. Что должен видеть ребенок? Он должен видеть и то, что ему близко, и то, что есть в другом месте, да? И поэтому это очень важно. Но иногда эксперты, хотят быстрее показать новое, забывая о том, что у нас есть тылы, и это ценности, которыми мы гордимся. И для этого есть следующий инструмент. Это называется матрица согласования. То есть авторы объясняют и пишут, почему представлен тот или иной визуальный ряд, или почему представлен тот или иной текст. Особенно это важно для первых классов. Как вы правильно сказали, для сельской школы. Понимаете, он должен сначала видеть себя вот здесь, в этом учебнике, если он живет в селе. Не каждый у нас выезжает в город. Но в то же время в учебнике должно быть представлено 50 на 50, чтобы ребенок не боялся, когда он приедет в город, чтобы он тоже видел знакомые картины. В этом
тонкости и важность вот этого инструмента согласования. И если эксперт соглашается, то все нормально. Но есть еще один шаг. Если не соглашаются, то тогда координатор приглашает обе стороны для того, чтобы обсудить этот вопрос уже с еще одним представителем. Там зависит от разных ситуаций. Или представитель это издательства, или представитель еще один независимый эксперт в области гендера, чтобы согласовать эти все вопросы. И только после этого, когда все точки над «и» поставлены, когда и эксперт, и автор согласились, когда доработаны материалы, тогда отдается итоговый документ, отправляется в Министерство образования, где УКУ-КИТИБИ рекомендует поставить гриф «Рекомендовано Министерством образования» этих учебников, и только после этого учебник переходит уже в основную школу. Вот так прошли учебники нового поколения, те, которые изданы после 2020 года. А сколько процентов в книжном фонде в школах учебников, изданных вот по новым стандартам, и сколько учебников, изданных по старым? Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что это не моя компетентность. Скорее всего, эта информация обязательно есть в Министерстве образования, потому что каждый год у нас отслеживается, этим занималась до нынешнего года организация «Жены КИТЭП». И эта организация имеет информацию о процентном соотношении, потому что она работает с библиотекарями. Каждый год библиотекари анализируют библиотечный фонд и подают информацию о том, сколько у них учебников, каких учебников. И по году издания можно определить, какие из этих учебников прошли экспертизу. А как сами авторы учебников относятся вот к новой методологии, к тому, что теперь им нужно менять подход к написанию материала? Ведь им нужно и самим изменить тогда собственные взгляды. Вы абсолютно правы. Это очень сложно. Вы знаете, я всем говорю, что у нас в Кыргызстане резко континентальный климат. У нас резко континентальный климат и в школе, и с авторами учебников. Такие, ну вот я просто, как в этой области вот с 2005 года, да, работаю с этим, и над собой в первую очередь. И моя коллега тоже, Людмила Михайловна Брюсенко, мы это воспринимаем спокойно. Но, как вы правильно заметили, авторы есть те, которые придерживаются традиционных взглядов и считают, что это только помешает. И вот многие авторы просто не знают основ правовых и не знают основ, я бы сказала, научных. Поэтому связанных с гендером. То есть вопросы социологии, вопросы психологии, вопросы развития. Ведь середина 20 века это сделано очень много открытий в области развития мозга, в области развития социума. И вот эта динамика изменений очень трудно иногда воспринимается людьми. И в том числе, авторы учебников – это тоже люди. Поэтому, с одной стороны, страх, с другой стороны, нежелание изменяться, с третьей стороны, вот честно скажу, обида. Чтобы создать учебник, например, нам, чтобы написать один параграф, который будет состоять только из 3 страниц, на это уходит не меньше 10 дней. Потому что это нужно подобрать соответствующий текст, это нужно подобрать задание, это нужно перелопатить, как Маяковский говорил, 1000 тонн руды словесной, да? И поэтому вдруг после этого, когда ты ночью не спишь, когда ты вот это все уже написал, и ты видишь эту картинку, и тебе кажется это замечательно, приходит внешняя экспертиза и говорит: вот у вас вот так неправильно. Конечно, это обидно. И, конечно, многие авторы обижаются. И, конечно, очень многие авторы не соглашаются.
Но и с авторами именно поэтому нужна работа. Потому что на самом деле с авторами у нас учебников вот такой целенаправленной работы на повышение квалификации именно авторского мастерства в этом плане у нас только проектная, частичная деятельность была. Но, причем, вот скажу, наш фонд поддержки образовательных инициатив, мы 2 года, вот, когда занимались проектом, вот, экспертизой, у нас было несколько тренингов для авторов учебника. И те, кто приходил, они были благодарны. Но авторы учебников, понимаете, они работают в разных местах. И это, у многих это не их основная деятельность. И поэтому они хотят – придут, хотят – не придут. И те авторы, кто не приходили, они, естественно, потом очень сильно обижались на ту экспертизу, которую в результате вот, получали, потому что они не знали причины изменения, почему нужно учебник менять. И на тренинге мы показывали, каким образом это можно изменить. Это, по идее, это легко, если ты это делаешь изначально сразу. А тут им приходится, представляете, готовый учебник, а им приходится его изменять в концепции подход. Это очень трудно. Трудности мало кто любит. Ясно. А существует ли какая-то разница в представлениях гендера в учебниках для кыргызских и русских и других школ с другими языками обучения? Вот, знаете, опять-таки буду опираться только на тот опыт, в котором проекте я участвовала. Дело в том, что наша организация пригласила, у нас были коллеги с кыргызским языком обучения, смотрели учебники, и учебники с русским языком обучения. Я была координатором. И когда я получила рецензии и выводы, в процентном соотношении разницы не было. То есть язык обучения не влиял на ту представленность, да, тех индикаторов, по которым мы отслеживали учебники. И в методологии у нас единые критерии оценки. Что для учебников с кыргызским языком, что для учебников с русским языком, что для учебников с узбекским, с таджикским, с дунганским или с английским языком. У нас, мы знаем, уже появились школы, в том числе, которые предоставляют услуги на английском, да, языке. И поэтому все учебники, которые появляются у нас в Кыргызстане, они обязательно проходят гендерную экспертизу. А какие еще пробелы существуют в учебниках, кроме отсутствия гендерного баланса? Отсутствует баланс между представленностью этнических групп, например. То есть у нас в государстве более 100 этносов. А представленность в основном это, понятно, представителей кыргызской национальности и, я бы так сказала, знаете, славянской. Как-то вот на это больше обращают внимание, да? А ведь у нас очень много других этносов. И поэтому мне здесь кажется важно, чтобы, например, наша ассамблея народа Кыргызстана тоже принимала в этом активное участие. Они хорошо принимают участие в развитии, я бы сказала, внеклассной работы. Да? То есть учебник – это все-таки часть школьной жизни. Очень важно, чтобы ценности, которые мы заложили в методологии, они, кстати, в методологии об этом написано, они чтобы перекладывались на внеклассную деятельность. То есть на те мероприятия, которые проводятся, например, декады есть у нас кыргызского языка, декады русского языка, есть декады математики, есть дни международные, да, те же чтения, дни родного языка. Вот чтобы обязательно эта методология равенства, она вкладывалась
и во внеклассные мероприятия. И здесь, я думаю, вот Ассамблея народа Кыргызстана очень хорошо бы помогла школам. И если бы школы рассматривали ассамблею как партнера в развитии ценностей, мне кажется, вот в этом направлении тоже можно подумать, поработать в целом в системе образования. А как вот Минобразование, вообще вот эта система образования отнеслась к такому новому подходу? Ведь считается, что Минобразование – это один из самых консервативных ведомств, и сама система всегда консервативной считалась. Очень, очень хороший вопрос, и спасибо, и вы правы. В каком плане? В общем плане. Что система образования, она и должна быть консервативной. В том плане, что это фундамент, да? А фундамент он должен быть прочным и крепким. Другое дело, что система, несмотря на свою вот такую фундаментальность, она должна иметь эволюционное развитие. Да? И поэтому она не должна быть, она не должна ограничивать развитие. И в этом плане я хочу сказать, что на сегодняшний день Министерство образования наше нельзя считать консервативным, потому что по опыту вот с 2016 года, когда пришли с методологией для того, чтобы обсудить эти вопросы, Министерство образования приложило все усилия для того, чтобы круглые столы организовать. В первую очередь были организован круглый стол и даже мини-тренинги для самих работников Министерства образования. Потому что в министерстве, когда будет меняться образование, когда специалисты Министерства образования сами будут понимать, как изменяется. Не только политически. Министерство образования – это политический орган, который должен давать направление. Да? Но одно дело, ты соответствуешь целям устойчивого развития и проверяешь, как ратифицированы те международные документы, которые подписаны государством на международном уровне, и ты как исполнительный орган это делаешь. Другое дело, когда ты можешь рекомендовать, как это делать. И поэтому было важно, и были проведены ряд встреч, ряд мини-тренингов для самого Министерства образования. И вы знаете, мы не нашли никакого сопротивления, то есть наоборот, это была хорошая поддержка. Другое дело, как это делать. И другое дело, что Министерство образования сразу в Министерстве образования стали думать и говорить, что это будут определенные сложности. Потому что учебники невозможно переиздать. Вот те, которые получили отрицательную оценку. И это, естественно, это ставило задачи перехода и на роль учителя. И опять-таки это опять деньги. То есть обучение – это деньги. То есть помимо методики нужно было еще и изменять самих учителей именно в этом направлении. Нужно было изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы это делать. Но мы не встречали. То есть это стереотип, что наше Министерство образования не эволюционирует, не меняется. Другое дело, проблема какая в Министерстве образования была. У нас за последние 1,5 года была смена 5 министров. По разным обстоятельствам. Но, понимаете, устойчивость, эволюция происходит, когда идет устойчивое развитие. А когда происходит смена руководства, причем мы говорим только о министрах, но каждый министр приходит и происходит смена заместителей. А у заместителей происходит смена, изменения в отделах. И тогда теряется память, да, институциональная. Вот из-за этого у нас происходили вот такие вот проблемы. Но вот сейчас мы надеемся, что дадут возможность нашему министру закончить эту работу, потому что новый министр стоял у истоков еще в Искуле, Искульской области была руководителем, то есть она знает эти изменения.
с 2005 года очень сильные были изменения, и она поддерживает это очень. Я надеюсь, что у нас изменится к лучшему. Во всяком случае, сейчас вот в Кыргызской академии образования у нас все специалисты Кыргызской академии образования, все прошли обучение в этом направлении. Мы все прошли через экспертизу и разработки стандартов. То есть мы уже говорим на одном языке. И наши учителя могут и эксперты, специалисты районных отделов образования, они могут выйти на сайт, они уже могут с этим, с документом поработать и посмотреть. То есть изменения большие происходят. Другое дело, что это очень трудно, когда это дойдет до самих учебников. Но, надеюсь, сейчас с этим работает и Министерство образования в том числе. Можно сделать вывод, можно прийти к выводу, что если раньше мы учебники оценивали с точки зрения качества знаний, которые они дают, то сейчас мы еще и начали оценивать с точки зрения ценностей, которые они передают ребенку. И первая экспертиза была проведена в 2016 году, то есть прошло меньше, чем 10 лет, но тем не менее, это, судя по всему, это хороший результат, и это первый и уверенный шаг. Но, конечно, на любом пути бывают и препятствия, но для того, чтобы увидеть пробелы и находить пути решения, нужно проводить дискуссии. Широкие обсуждения. И поэтому, Татьяна Алексеевна, спасибо вам, что вы пришли к нам на интервью, уделили время и объяснили, и рассказали о проблеме изнутри, как человек, который вот находится в этой теме. Мы будем проводить такие интервью дальше и будем ждать вас на другие беседы. Спасибо вам огромное. И я очень рада, что «Кактус Медиа» поднимает, вот знаете, такие важные темы, вот болевые точки, которые нужно лечить. И если есть такая возможность, будем очень благодарны, если действительно будут проводиться вот такие широкие дискуссии, чтобы как можно больше аудитория узнавала о правильном понимании, что такое гендерное равенство и как это необходимо в нашем государстве. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а мы с вами прощаемся до следующих интервью.